Вы смотрите «Утро» на Якутия-24. В студии Екатерина Карпухина и Андрей Погорелов. Смотрите в программе. 6 квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске. Десятки людей остались без крыши над головой. Новое экономическое обоснование проекта «Мост через реку Лена» может стать платным. Какие автомобили попадают под эту категорию? Воспоминания друзей и близких. Преподаватель Алданского политехникума работает над созданием книги памяти. Призовой фонд 100 тысяч швейцарских франков. Якутия готовится принять Кубок мира по вольной борьбе. Взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в Красноярске в четверг вечером. Из здания были эвакуированы 12 жителей. В результате инцидента погиб 1 человек. 6 квартир разрушены, еще десятки получили повреждения. При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины. Велись поиски еще 1 человека. По последним данным, поисковые работы на месте взрыва газа завершены. Больше под завалами людей нет. Кинологические расчеты МЧС прекратили работу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Власти субъектов не будут наделяться федеральным центром дополнительными полномочиями без финансового обеспечения их исполнения. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на сессии «Национальные проекты и регионы. Главные вопросы в начале пути» на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Цитата. «Мы договорились остановиться на регулировании сверху полномочий субъектов страны. Договорились, что никаких больше решений, не обеспеченных финансами, не будет. Если будут приниматься какие-то решения, то мы должны передать соответствующий источник дохода», сказал он. Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема в этом году – реализация национальных проектов. Госдума решила остановить противоправное поведение в воздухе и на воде. Финансовые санкции за некоторые категории правонарушений возрастут в разы. Вводится также новый штраф до 2000 рублей для граждан, неправомерно запустивших в небо беспилотники. Законопроект на эту тему прошел первое чтение. Использование дронов ввиду общественной опасности может привести к непоправимым последствиям, считают депутаты. По информации Минтранса, с 2015 года по 2017 год физлица стали нарушать правила использования неба в 2 раза активнее, а хозяева беспилотников в 12,5 раз. Согласно законопроекту, будет введен штраф за запуск беспилотников без документов на право управления данным типом воздушного судна от 1000 до 2000 рублей. Мост через реку Лену в Якутии может быть платным для грузовиков. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Такой вариант рассматривается при строительстве моста по частной концессиональной инициативе и, возможно, будет касаться автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн. Также Айсан Николаев отметил, что теоретически мост может быть построен до конца 2024 года. Мы хотим мост по частной концессионной инициативе с достаточно крупным федеральным грантом в размере до 75-80% его стоимости. Считаем, что при этом платность моста может быть для автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн, а для остального транспорта бесплатной, сказал Айсан Николаев, отметив, что плата за проезд грузовиков позволит вернуть затраченные средства инвесторам. Сейчас власти региона готовят новое технико-экономическое обоснование проекта строительства моста в автодорожном варианте. Также на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономики региона Майя Данилова сообщила о том, что при строительстве Жатайской судоверфи в Якутии может появиться около 750 рабочих мест. Строительство объекта ожидается весной текущего года. Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. По данным компании, средний возраст ее судов составляет 35 лет. Ранее сообщалось, что реализация проекта позволит строить около 10 речных судов, модернизировать еще 6 судов, а также утилизировать не менее 2 судов в год. Вот объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Прямо сейчас расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 18, пасмурно, идет снег. Днем, по прогнозу синоптиков, в городе будет минус 12. Правда, ветер при этом будет достигать порывов до 12 метров в секунду. В течение всего дня за окнами алданцев будет идти снег.
В Ленске совсем тепло, всего минус 14. Там прямо сейчас, правда, пасмурно, идет небольшой снег. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Днем его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Так что стоит одеваться теплее. Днем и вечером минус 9-10 градусов. В Мирном сейчас минус 16, облачно. Ветер западный дует со скоростью 6 метров в секунду. Давление 723 миллиметра ртутного столба. Днем также минус 14 градусов, небольшой снег. А к вечеру столбик термометра покажет минус 11. На юге Якутии, в Нерюнгри сейчас минус 19, пасмурный небольшой снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Днем и вечером воздух прогреется до минус 8 градусов. В столице региона Якутске прямо сейчас минус 35, пасмурно небольшой снег. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. К концу дня потеплеет до минус 27 градусов. Теперь к новостям экономики. Все магазины России начнут принимать оплату по картам. Сейчас обязанность приема безналичных платежей есть у компании с оборотом 40 миллионов рублей в год. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что реализация пройдет в 4 этапа. Сначала граница по годовому обороту снизится с нынешних 40 миллионов рублей до 20, потом до 10, до 5 миллионов, и затем финансовые ограничения будут убраны вовсе. Впрочем, успешной реализации законопроекта помешает стоимость эквайринга для предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас они платят комиссию за безналичные операции до 7%, тогда как в Европе она составляет не более 1%. Именно для этого, по словам Аксакова, будет задействована Федеральная антимонопольная служба. И в продолжение экономических тем. В правительстве исключили снижение цен на топливо. Стоимость бензина в России с началом весенних полевых работ пойдет вверх. И правительство не ждет, что она снизится. Сейчас главная задача – сдерживать рост. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил журналистам Дмитрий Казак. Вице-премьер объяснил, что колебания стоимости на АЗС в сторону снижения на 1-2 копейки в зимний период – это временное явление. Правда, в среднем по стране с начала этого года самый популярный бензин АИ-92 подорожал ввиду роста ставки НДС. Между тем, за минувшие сутки изменения произошли и на валютном рынке. Официальный курс евро к рублю вырос на 66 копеек до 75 рублей 4 копеек. Курс доллара увеличился еще больше, до 87 копеек и составил 65 рублей 54 копейки. Американскую валюту по данным сайта banki.ru выгоднее всего в Якутске продают Солидбанк за 66 рублей 63 копейки. Купить дороже всего доллар готов Восточный банк за 66 рублей 60 копеек. Что касается европейской валюты, то сегодня в Якутске ее дешевле всего продают Солидбанк за 75 рублей 17 копеек. Хорошую цену покупки за евро готов предложить Восточный банк. Это 75 рублей и 10 копеек, сообщает сайт banki.ru. Сейчас время других новостей. Диагноз не помеха. В качестве аккомпанемента русский рок. Художница создает шедевры необычным способом. Вместо Библии пожарный рукав. Послушники Свято-Успенского монастыря заступили на боевое дежурство. Обо всем этом смотрите прямо сейчас. Тонкий альбом и коробка карандашей – самые ценные для Елены вещи помещаются в небольшой сумке. Рисунки – это ее мир, который она создает сама. Он всегда с ней и у ее ног. Чтобы начать творить, художнице нужно только разуться. Говорит, что муза не заставляет себя долго ждать. Бывает, мне что-то снится. Бывает просто, когда музыку слушаю, раз какой-то сюжет вспыхивает. И тогда вот могу среди ночи встать, пойти рисовать.
В качестве аккомпанемента всегда русский рок. Кипелов, ДДТ, Наутилус, Князь, иногда Цой. В детстве Лене поставили диагноз ДЦП, а в 6 лет девочка взяла в пальцы карандаш, потом кисточку. Сомнений в том, что рисование – это ее, никогда не было. Вопреки словам врачей, что недуг может превратить Лену в растение, она расцвела и росла как художник. Я скорее какая-то такая орхидея или дикий тюльпан. Потому что я такая же пробьюсь сквозь всякие раны асфальты. В ее коллекции графичные портреты и абстрактные картины маслом. Причем тонко штриховать она любит больше. Карандашные рисунки легче исправить. Талант и, конечно, удивительная ловкость ног. Мне, человеку нетренированному, даже не удается держать карандаш. Пальцы дрожат. Может, у меня так получится? У меня не получается вообще никак. Это когда у меня подруги жалуются, типа, что-то не получается, они говорят, у меня руки из попы растут. Я говорю, это у меня руки из попы в самом прямом смысле. На первой московской выставке Елены более 30 картин. Среди них отдельная серия – портреты известных людей. Вот Владимир Путин обнимает щенка Баффи, которого ему подарил премьер Болгарии. Рядом Безруков, Хабенский, Джеки Чан, Наргиз. Знаменитости девушка начала рисовать наспор. Подруга думала, что художнице не удастся изобразить Киркорова. Вызов был принят. Певец нарисован с корги, как у английской королевы. С Леной спорить бесполезно. Всю жизнь она будто укращает судьбу, отрицает оковы коляски. Как жить иначе, не принимая с благодарностью все, что есть, просто не знает. Я очень прямо, я ей сказала, что я хочу, так и будет. Только одно событие заставило ее будто умереть и заново родиться. Год назад у ее мужа остановилось сердце. В горе спасало творчество. Лена рисовала сутками. Погибшему Саше посвятила несколько картин. Саша, он научил меня тому, что нам нужно гордиться. Он очень много гордился. Он коллекционировал все сюжеты, все газеты со мной. Он всегда говорил, запомни одно, я всегда буду тебя любить. Я запомню. У Елены много планов и дел. Она мечтает поступить в художественный институт, а пока с одной встречи в Москве уже торопится на другую, чтобы увидеть всех друзей. И если останется минутка, успеть в музей. Может, получится попасть и на выставку Фриды Кало, с которой у нее так много общего. Недуг, сковавший тело, но не душу, творчество и яркая история любви. Елена Маркелова, Степан Машанов и Анастасия Уткина. Новости 360. Огнетушители, мотопомпы и пожарные рукава. Внутри прицепа все необходимое для борьбы с огнем. Защитить монастырь от пламени его обитатели теперь смогут сами, не дожидаясь прибытия профессионалов, которым добраться сюда непросто. Дорога узкая, извилистая, да и не близко. До пожарной части здесь расстояние больше 50 километров. Поэтому, естественно, вокруг леса. Все-таки здесь и отдыхающие приезжают, не только паломники, и сохранение вот этой вот территории, и окружающей среды, и самого монастыря имело большое значение. И решили мы, что вот мобильный пост здесь как раз будет очень нужен для обеспечения пожарной безопасности. Вместо Библии взять в руки пожарный рукав. Послушник Александр в случае необходимости готов. В прошлом спортсмен и учитель физкультуры. Он уверен, навыки, полученные в миру, пригодятся, чтобы побороть огненную стихию. Тем более опыт в этом нелегком деле, хоть и небольшой, но есть. Возгорелся камыш, и все это сначала воспринималось в шутку, а потом все это разрасталось, перекидывалось на дальнейшее, ветром раздувалось и перекидывалось уже на деревья. То есть рядом никого не было, и нам пришлось, как мы могли, тушить пожар, потому что видно было, что идет, и все охватывает. Слава Богу, что вот у нас появилось такое оборудование, и мы сможем теперь более профессионально потушить этот пожар. Впрочем, чтобы стать добровольным пожарным, быть спортсменом не обязательно. В ряды волонтеров-огнеборцев может вступить любой физически развитый человек. Гораздо важнее, по словам профессионалов, внутренние качества, а еще желание помогать людям. Качество должно быть, естественно, это доброта, отважность, смелость. Монахи могут справиться с поставленными задачами даже лучше некоторых других граждан. Но все-таки это религиозные люди, у них вероисповедание, духовный высокий уровень. Поэтому, мне кажется, у них все шансы гораздо лучше с данными поставленными задачами справляться.
Теорию пожаротушения в монастыре знают как «Отче наш». Обучение прошли на базе курсов добровольного пожарного общества. Теперь дело за практикой. Оттачивать мастерство будут летом. На территории монастыря организуют специальные пожарно-тактические учения. С разных мест России приезжают сюда люди отдыхать. Конечно, кто-то что-то бросит, кто-то оставит костер не до конца затушенный. Вот в том году 3 раза у нас вот в соседней посадке, буквально там 50 метров от монастыря, были возгорания, в том числе такие очаги 2-3 метра. Стоял огонь. И вот нам приходилось брать грабли, лопаты и тушить. Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь основан в середине 17 века. Входит в число удивительных меловых пещерных сооружений Придонья. На территории монастыря находится 6 объектов культурного значения. У 5 из них крыша деревянная. Чтобы сохранить всю эту красоту, необходимо обеспечить высокий уровень пожарной безопасности. Новоиспеченные пожарные уже заступили на боевое дежурство. В их зоне ответственности сам монастырь, село Селявное и музей-заповедник Дивногорье. Если вдруг тревожный сигнал, на вызов они приедут первыми. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. А сразу после нее расскажем о новой схеме долевого строительства жилья. Не переключайтесь. Это «Утро на Якутия-24». Мы продолжаем. Глава Минстроя назвал критерии достройки жилья по старым правилам. Продолжить строительство по прежней долевой схеме смогут те застройщики, которые возвели уже 30% объекта, пообещал глава ведомства Владимир Якушев. По его словам, такое решение поддержал президент. С 1 июля этого года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Ранее Якушев отмечал, что примерно 1/3 застройщиков жилья находятся в красной зоне по своей кредитоспособности, то есть могут не получить необходимого банковского финансирования после перехода на эскроу-счета. Якушев пояснил, что 2 основных критерия для достройки объектов по старым правилам – это готовность и наличие дольщиков. В России тестируется новое дорожное покрытие, которое можно приспособить под местные климатические условия. Как пояснили в Росавтодоре, асфальт буквально проектируют, подбирая смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок. Важную роль играет выбор вяжущей основы, который как раз и придает асфальту долговечность. Суперасфальт включает в себя методы испытаний битума, основанные на оценке его реологических свойств. Важную роль здесь играет классификация по температурным диапазонам, позволяющая определить верхнюю и нижнюю температурные границы, при которых битум в покрытии не разрушается. Классификация по температуре позволяет подобрать именно тот битум, который нужен для конкретного участка дороги. И к другим не менее важным темам. По итогам этого года больше всего может подешеветь свинина, пишет российская газета со ссылкой на главу исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. Согласно прогнозам, в этом году цены на свиное мясо будут как минимум на 5% ниже, чем в прошлом. Но в целом ожидается, что цены на продовольствие вырастут на те же 5%. Юшин добавил, что в России открываются новые свинокомплексы, соответственно, увеличивается конкуренция между производителями.
производителями. Кроме того, мясо везут из Бразилии. Все это может повлиять на цену. По данным Росстата, за прошлую неделю подешевели цены на куриные яйца, сахар, песок, свинину, курятину и чай. При этом увеличились цены на пшено, пшеничную муку, гречневую крупу. Также подорожали мороженая рыба, стерилизованное молоко, макаронные изделия, вермишель и карамель. Сегодня, 15 февраля, исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Из Алданского района на ту войну ушли десятки ребят. Преподаватель политехникума Варвара Стручкова работает над созданием книги памяти, которая расскажет о судьбах алданцев. Тему продолжит Татьяна Вахнина. После последней пары будущие авторемонтники домой не торопятся. У ребят классный час. Тема посвящена участникам боевых действий в Афганистане. 15 февраля официально считается завершением конфликта. 30 лет назад в этот день из Афганистана были выведены советские войска. Студенты подготовили доклады о земляках-алданцах, которые в 80-х оказались на передовой. Пенюшкин Сергей Владимирович родился в Алдане 14 декабря 1967 года. Попал на службу в 1987 году. В докладах ребята стремятся не просто отразить даты и основные жизненные вехи. Студентов интересует реальность войны, условия, в которых жили солдаты, взаимоотношения с местным населением, боевые действия, а также возвращение солдат домой, в мир, который стал непривычным. В основном запало то, что люди в основном оттуда возвращались с инвалидами. И это очень страшно. О той войне преподавательница Варвара Стручкова может рассказывать долго. Знание быта и реалий войны она почерпнула из рассказов своего бывшего воспитанника Василия, участника боевых действий. Василий, прошедший ужасы кровопролитий, в беседах с учительницей порой бывал откровенен. Самое страшное было то, что климат, говорит, такой. Мы с севера, крайнего севера, мы такого не встречались. Плюс 50-55, говорит, все на нас горело. Железное, если где, все жгет, говорит. Поэтому вынуждены были все это пуговицы отрезать. Сейчас преподавательница собирает материал для книги памяти. На ее страницах будет рассказано о судьбах алданцев, воинов Афганистана и Чечни. В книгу войдут воспоминания Варвары Павловны о воспитанниках, а также рассказы ребят, которым посчастливилось вернуться домой. Правда, беседы с бывшими солдатами получаются далеко не всегда. Но о войне никто не хочет возвращаться, вспоминать, к сожалению. Он говорит, только не о войне, да? На долю парней 70-х, 80-х выпал суровый Афганистан. На ту войну ушли десятки мальчишек. Домой вернулись не все. Варвара Павловна помнит каждого своего воспитанника, призванного в армию и оказавшегося в горниле смерти. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Прямо сейчас расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 18, пасмурно, идет снег. Днем по прогнозу синоптиков в городе будет минус 12. Правда, ветер при этом будет достигать порывов до 12 метров в секунду. В течение всего дня за окнами алданцев будет идти снег. В Ленске совсем тепло сейчас, там минус 14. Правда, пасмурно, идет небольшой снег. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Днем его порывы будут достигать 18 метров в секунду, так что стоит одеваться теплее. Днем и вечером минус 9, минус 10 градусов. В Мирном сейчас минус 16, облачно. Ветер западный дует со скоростью 6 метров в секунду. Давление 723 миллиметров ртутного столба. Днем минус 14 градусов. Небольшой снег. А к вечеру столбик термометра поднимется до минус 11. На юге Якутии, в Нерингре сейчас минус 19, пасмурный, небольшой снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Днем и вечером воздух прогреется до минус 8 градусов. Столица региона, Якутске, прямо сейчас минус 35 и пасмурно. Небольшой снег, давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. К концу дня потеплеет до минус 27 градусов. В аэропорту Внуково столкнулись два самолета. Инцидент произошел во время буксировки, сообщает «Российская газета». Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия» Боинг 747 задел стоявший самолет той же марки. Никто не пострадал, но суда получили повреждения. У одного из них сломана часть крыла, у другого деталь хвостового оперения. Пассажиров в салонах не было. О других происшествиях готовы рассказать наши коллеги. В
Впервые с 2011 года Кубок мира по вольной борьбе вернется в Россию. Соревнования пройдут в Якутске 16-17 марта. В столицу региона приедут спортсмены из 8 стран – России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Турции и Монголии. Призовой фонд соревнований составит 100 тысяч швейцарских франков, а это более 6,5 миллионов рублей. О том, как идет подготовка к столь масштабному мероприятию и о шансах якутских спортсменов попасть в сборную страны, мы поговорим сегодня с гостем студии, первым заместителем министра по физической культуре и спорту республики Семеном Чердоновым. Семен Сергеевич, здравствуйте. 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 Семен Сергеевич, до старта Кубка осталось меньше месяца. Хотелось бы, конечно, задать вопрос, как проходит подготовка к столь масштабному мероприятию и готовы ли мы провести эти соревнования? Так, я, во-первых, расскажу предысторию. Предложение нашей главы было утверждено Федерацией спортивной борьбы России, а также Объединенной мира борьбы, это Федерация спортивной борьбы мира. Также было утверждено 17 декабря, поэтому у нас организовал организационный комитет, который возглавляет наш глава Айсен Сергеевич Николаев. Сейчас, в данный момент, все мероприятия, которые сопутствующие, все идут. Это ремонты Триумфа Центра спортивной подготовки. Также наши спортсмены готовятся совместно с сборной командой России. Как все сейчас знают, сейчас 8 команд мира, самых лучших команд. Это, могу перечислить, это Грузия, Россия, Турция, Америка, Куба, Япония, Иран и Монголия. Вот эти 8 стран, которые определились лучшими на чемпионате мира 2018 года в Будапеште, в Венгрии. Вот они будут встречаться на нашем якутской земле, Якутске, будут провести и участвовать на Кубке мира. Несмотря, что это 8 команд, они все сильнейшие, но фаворита все-таки можно выделить? Предварительно пока. Я скажу, прошлогодний Кубок мира, это который проходил в Соединенных Штатах Америки, там первенствовали, лучшими стали Соединенные Штаты Америки. А также наша команда, сборная России, это самая лучшая, самая, как говорится, сильнейшая команда именно на данном турнире. Вот команды, участники определены, а то, что касается состава, каких спортсменов именитых мы сможем увидеть на этом Кубке мира? Так, именитые спортсмены, сейчас на данный момент определились команды Японии, состав команды Соединенных Штатов Америки, но, к сожалению, лучших спортсменов Снайдер, Борозы мы не видим. Так, но я могу сказать про российскую команду. Это Абдулашид Садулаев, как мы знаем, русский танк, да? Он будет капитаном команды, и так он капитан команды. И Заур Угуев. Они самые лучшие борцы нашей страны будут бороться. Я так понимаю, что до конца состав российской сборной, и не только российской, и других участников еще не определены. Еще не определены. А вот каковы шансы наших якутских спортсменов попасть в состав сборной страны? На данный момент... кто может попасть туда? На данный момент наши спортсмены сейчас находятся на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это 57 килограмм Ариан Тютрин, 61 килограмм это Эдуард Григорьев, а также 65 килограмм Виктор Арсадин. Они будут участвовать также сейчас в марте месяце, начало марта месяца будут участвовать на международном турнире Болгария Данколоб и будут определяться именно участие вообще сборной команды, состав сборной команды будут определяться после этого турнира. Сейчас идет учебно-тренировочный сбор, после этого все будет ясно. А то, что касается билетов на это спортивное соревнование, когда их начнут продавать и где можно приобрести? Так, сейчас, позавчера, то есть 13 февраля, был заключен контракт с United World Wrestling, это Объединенный мир борьбы, Айсен Сергеевич, президент Федерации Михаил Мамешвили. Они подписали контракт, и с сегодняшнего дня
будет начало старта продажи билетов, входных билетов именно на Кубок мира. Будут продаваться онлайн. Это вы можете, все зрители могут зайти на сайт Кубка мира, и там на ссылке все есть. И на кассах нашего города везде будут продавать. Ну, то есть онлайн в Якутске, а вот в районах как-то будут продавать билеты? Но в районах нет, но онлайн все они могут купить. потому Уже что известна стоимость билетов? Известна стоимость, это 500 рублей и 800 рублей в день. Я думаю, что желающих, наверное, будет больше, А будут чем ли мест. какие-то льготные билеты или, допустим, места предоставлены какой-то Так, категории мы граждан? предоставляем билеты ветеранам нашего спорта, так, спортивным школам и социально защищенным гражданам. Ну вот нам известно, что месяц март он будет насыщенным на борцовские соревнования. Буквально за неделю до Кубка мира пройдет еще международный турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Дмитриева. Какие-то турниры еще ожидаются в ближайшие месяцы? Может быть, даже в марте? Уже у нас традиция, март месяц это борцовский месяц. Да? Именно соревнования по борьбе и в Триумфе, и в наших районах проводится очень много. Ну, скажем, начало 1-3 марта это в городе Нерюнгри пройдет чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе и женской борьбе. Примут участие, как вы знаете, очень сильные спортсмены Дальнего Востока, а также мы знаем, что к нам присоединилась Бурятия и Забайкальский край. Это очень интригующе. Мы пока еще не знаем, наши спортсмены юноши боролись с ними сейчас в Владивостоке. Сейчас, завтра начнет первенство Дальнего Востока Благовещенске. Ну, есть координационные моменты, где мы должны будем стратегически уже подойти к этому. Это и турнир нашего легендарного борца Романа Михайловича Дмитриева в памяти, международный турнир, где будут участвовать 15 стран. Это чемпионат после завершения Кубка мира, это чемпионат республики памяти Николая Николаевича Тарского, а также турнир нашего тоже заслуженного олимпийского чемпиона Павла Павловича Пеникина. Вот эти все соревнования, они пройдут в марте месяце. Вот самые большие соревнования. Ну, давайте вернемся к Кубку мира в Якутске. Вот какую пользу для якутян от проведения столь крупного турнира мы получим? Ну, во-первых, я скажу, в 2011 году проводилась именно в России этот кубок. До этого проводилась, то есть хронология. Впервые проводилась в Красноярске, потом в Владикавказе, потом Каспийский, Дагестане проводился. Сейчас мы взялись, да? Какую пользу? Это польза вовлечения наших молодых людей, детей к спорту. Это самое первое. Любви к спорту, любви к борьбе. И зрелищность для наших зрителей, ну, показать для наших зрителей, что лучшие команды сойдутся на наших коврах. Ну вот у вас, получается, наверное, есть последняя информация с Кубка мира, да, в Якутске? Да, вот может быть, поделитесь? Я вчера на экономическом форуме в Сочи со сборной командой встречался Владимир Владимирович Путин. Это ему доложили, как идет сбор, как проводятся тренировочные мероприятия. И доложили, что Кубок мира именно пройдет в Якутске, что лучшим составом будут выступать и защищать честь России. Семен Сергеевич, ну вот вы сказали, что в США Кубок, когда проходил, там лидирующие позиции заняли местные борцы, то есть из США. Поможет ли нам, россиянам, тот факт, что он будет проходить в родных стенах в России, в нашем случае в Якутии? Это обязательный фактор. Это обязательный фактор, который, даже говорят, дома стены помогает. Ну, во-первых, у нас спортсменов нет такого, ну, что мы победим, это, но я желаю лучшей борьбы и победы именно российской команде. И еще с 2011 года наша команда еще не выиграла. Выигрывали Иран, выигрывали Америка, Кубок мира. Поэтому я все-таки пожелаю сборной команде России победы
И пусть наши зрители помогут в этом. Но мы тоже скрестим пальцы за наших борцов. Да. Семен Сергеевич, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, это было актуальное интервью. Говорили мы о подготовке Кубка мира по вольной борьбе в Якутске. Якутия 24. Главные новости этого утра. Образовательный стандарт для получения статуса квалифицированного пользователя интернета может быть разработан в России, отметил на международном форуме по кибербезопасности депутат Госдумы Леонид Левин. Масштабное внедрение программ обучения и тестирования для различных социальных групп позволило бы уменьшить влияние человеческого фактора на уязвимость современного бизнеса и государственных организаций к угрозам в цифровой среде и, как следствие, способствовало бы устойчивому развитию экономики в целом, считает депутат. Другой проблемой участники форума считают существенное падение уровня цифровой грамотности России. Причина заключается в том, что люди не успевают за развитием интернета. Особенно это характерно для Центральной России, где появляется больше всего новых ресурсов и сервисов. Якутия подаст 10 заявок в фонд кино на получение федеральной субсидии для открытия современных кинозалов в малых городах и поселках республики. Над формированием заявок сегодня активно работает Якутская республиканская киносеть. Как сообщает директор ассоциации Петр Черяев, сегодня в Якутии не кинофицированными остаются 12 улусов. Согласно концепции развития кино в республике необходимо открыть цифровые кинотеатры во всех райцентрах, независимо от количества проживающих там людей. По его словам, в 2 райцентрах уже в этом году откроются культурно-спортивные комплексы с современными кинозалами. Это Оленек и Зырянка. Комплексы строятся за счет республиканских программ, и республиканская киносеть работает над оборудованием кинозалов. Поэтому потребность в кинозалах останется в 10 райцентрах. Как правило, это населенные пункты Крайнего Севера, где проживают от 2 до 5 тысяч человек. Сборная Якутии выиграла 2-ю серебряную медаль на зимних играх Дети Азии. На соревнованиях по индивидуальному мастерству игрок хоккейной сборной Ивай Чайшвили занял 2-е место в конкурсе буллитов. Он забил 5 шайб. Золото досталось сборной Сибирского федерального округа. Кроме этого, состоялись соревнования на скорость и меткость. Так, самым метким стал японец Ишида Сея. А в конкурсе «Ракета» золото взял еще один представитель Сибири – Николай Хворов. В соревнованиях приняли участие 8 команд. Не смогла поучаствовать только сборная Кувейта. Соперники все были серьезные, играть с ними было тяжело. У них каждый день игры, допустим, а у нас не часто. Игровой практики у них больше. Но, в принципе, было классно с ними поиграть. Легендарный отечественный вратарь Лев Яшин назван лучшим голкипером в истории футбола. По версии одного из авторитетных французских спортивных изданий, в топ-10 вошли также англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Дино Адзов и Джан Луиджи Буффон, а также другие футболисты. Стоит отметить, что Лев Яшин – единственный вратарь, которому удалось завоевать золотой мяч. Что касается командных успехов, на его счету золото чемпионата Европы 1960 года и Олимпийских игр 1956 года. Кроме того, в составе московского «Динамо» Яшин выиграл 5 титулов чемпиона СССР и 3 кубка страны. Знакомить с другими событиями в мире спорта продолжат наши коллеги.